Законопроект о манипулировании информацией нацелен на обеспечение безопасности граждан. Об этом сегодня на парламентских слушаниях заявили депутаты-инициаторы проекта Гульшат Асылбаева и Айнура Усмонова. На обсуждение законопроекта собрались общественные деятели, представители медиасообщества, Ассоциация операторов связи, государственных и правоохранительных органов. По итогам обсуждения Гульшат Асылбаева сообщила, что на стадии принятия закона во внимание будут приняты поступившие рекомендации, дополнения и изменения. Также каждое министерство и ведомство пишет свои рекомендации. Подробности далее. Сегодня обсуждение законопроекта о манипулировании информацией прошло достаточно активно. Проект уже прошел на палате первое чтение, где его поддержали 122 парламентария. Теперь наступила очередь общественности высказать свое мнение. Журналист и историк Кыяс Малдакасымов считает, что закон поможет защитить нашу молодежь от экстремизма. Сейчас в социальных сетях очень много фейковой информации. Наша молодежь основное время проводит в интернете, обучается на разных сайтах. Это касается и религиозных вопросов. Многие начинают верить тому, что написано в социальных сетях, а не реальным имамам. Поэтому высокие риски вербовки молодых людей экстремистами. Я поддерживаю законопроект и считаю, что МВД и ГКНБ должны содействовать в его реализации. Социальные сети формируют общественное мнение и могут полностью изменить мировоззрение, считает писатель Чолпонбек Абыкеев. Проблема фейковых аккаунтов заключается в том, что они наносят урон культурному воспитанию и в целом образованности пользователей интернета. Скрываясь за фейковыми аккаунтами, люди пишут все, что угодно. Посмотрите, сколько нецензурной брани в интернете. Наш народ всегда стремился к культуре и образованию. Но стоит почитать социальные сети, как становится ясно, что общество заболевает бескультурьем. Думаю, этот законопроект поможет нам бороться с подобными фейковыми аккаунтами. Главная задача законопроекта, как отметила депутат Гульшат Асылбаева, это защита интересов и информационная безопасность каждого нашего гражданина. Обилие ложной информации вводит человека в заблуждение. А если фейки направлены против самой личности, то это приводит и к подрыву психики, подчеркнула Асылбаева. Мне очень жаль, что раздули вот этот законопроект до уровня нарушения прав, демократии, все. Это неправда. Я просто бы попросила очень внимательно от души подчитать, что мы там делаем. Мне стали поступать от маленьких девочек даже, понимаете, письма. Гульшат Кадыровна, милиция ничего не может сделать. Вы поймите, что сейчас идет даже среди детей травля. Вы понимаете, не нравится одноклассник, травля. Не нравится конкурент, травля. Кто там сидит, что там. С 2015 года в нашей стране все пользователи сотовой сети при покупке сим-карты обязаны зарегистрировать ее на свой паспорт. Это один из методов борьбы с телефонными мошенниками. Инициаторы отмечают, что новым законопроектом они хотят навести порядок и в социальных сетях. Перед написанием законопроекта мы проводили мониторинг, общались с коллегами из других стран. Всем известно, что кроме слива в интернет ложной информации, фейковые аккаунты в социальных сетях активно распространяют наркотики или ведут вербовку в различные террористические организации. Кроме того, люди спокойно публикуют ложную информацию, потому что знают, что не понесут за это никакой ответственности. Операторов связи больше интересовали технические вопросы законопроекта. Например, как будут блокировать фейковые аккаунты. По словам Айбека Куренкеева, современные серверы позволяют не только распространять информацию за считанные секунды, но и дублировать ее. Поэтому есть ли смысл принимать подобный закон? Мы опять приходим к тому, что лучше договариваться, пользоваться существующими инструментами и прорабатывать инструментарий на уровне площадок. Топ-10 самых популярных площадок, у них есть инструментарий. Если его надо дорабатывать, давайте будем приглашать эти компании. Там открытый механизм. Мы тоже пользовались, у меня есть опыт пользования блокировки неправомерного контента. Другой вопрос, прозвучавший на парламентских слушаниях, это как быть тем людям, которые в социальных сетях пишут о фактах коррупции. И не помешает ли этот закон свободе слова? Они заявляют, что мы не сможем этого, если появится такой закон, принимается. У каждого гражданина Кыргызстана есть право анонимно подать заявление в правоохранительные органы. Если он знает факты именно, понимаете, подчеркиваю, факты коррупции, у него есть полное право написать об этом. И
правоохранительные органы не имеют права разглашать, кто это сделал. По мнению отдельных участников обсуждения, против этого законопроекта выступают те сайты, которые поднимают свою репутацию как раз через фейковые аккаунты. Некоторые интернет-сайты обвинили нас в плагиате этого закона. Это не литературное или музыкальное произведение, которое можно украсть. Существует такое понятие, как модельный закон. Фейковая информация есть во всех странах, и все с ней борются. Поэтому этот законопроект тоже можно считать модельным. В Кыргызстане соблюдаются все нормы законодательства, в том числе и на свободу слова. Однако распространение ложной информации нужно регулировать на законодательном уровне. По итогам слушаний депутат Гульшат Асылбаева сообщила, что во внимание будут приняты все поступившие рекомендации, дополнения и изменения. Также законопроект будет согласован со всеми министерствами и ведомствами. Нардепы еще раз подчеркнули, что проект закона призван обеспечить общественную и национальную безопасность от ложной информации. При этом он никак не притеснит свободу слова. Мадина Низамова, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.